Обсуждаем вместе с вами, коллеги, журналисты, партнеры, исключительно тему, которая поставлена в семинаре. Все другие вопросы касательно избирательного процесса, происходящих сейчас, мы можем говорить вне вебинара отдельно. А сегодня давайте попробуем разобрать те темы, которые мы с Гульнар Кошбековной будем вам презентовать. Внутри Центральной избирательной комиссии, как вы все знаете, у нас всего 12 членов ЦИК, и Гульнар Кошбековна входит, если в рабочую группу по информированию, агитации и мониторингу правил ведения агитации, как раз все жалобы, заявления всех участников избирательного процесса, в том числе и простых граждан, они будут поступать как раз в эту рабочую группу. Рабочие группы создаются в Центральной избирательной комиссии для того, чтобы облегчить общую работу, упорядочить ее. И после того, как какие-либо вопросы рассматриваются на рабочей группе, все вопросы должны будут рассмотрены на заседании ЦИК. Всем составом, 12 членов ЦИК, мы должны будем рассматривать все вопросы, в том числе и самое главное, спорные вопросы, жалобы, заявления в обязательном порядке должны рассматриваться на заседании Центра избиркома. Вместе с Гульнар Кошбековной мы входим еще в рабочую группу по оперативному реагированию на нарушение избирательного законодательства. Это больше касается, конечно, подкупа голосов, либо применения административного ресурса. Кроме этого, я вхожу в рабочую группу по контролю финансирования избирательных фондов политических партий, кандидатов, а также контролю расходования бюджетных средств со стороны нижестоящих избирательных комиссий. Так что, если по этим вопросам у вас будут возникать до окончания выборного процесса вопросы, пожалуйста, обращайтесь, мы всегда открыты и готовы отвечать. Сегодня я вам уже подытоживая, возможно, расскажу об ответственности средств массовой информации, которая предусмотрена в избирательном законодательстве, либо может быть применена в отношении СМИ и после выборов, но если нарушения были в период выборов. До меня Гульнар Кошбековна недели 2 назад делала общую презентацию про выборы, как они проходят, структуру, систему избирательных комиссий, и много других вопросов. Потом была Алтынай Исаева, которая рассказывала вам про этический кодекс, про необходимость соблюдать не только избирательное законодательство, но и гражданский кодекс, общие нормы законодательства, Конституцию и этический кодекс журналиста. Сегодня я более подробно остановлюсь, и если будут вопросы, я постараюсь, конечно, приводить кейсы, примеры. Если будут вопросы, сомнения, пожалуйста, задавайте их. Это общее, акты, регулирующие деятельность средств массовой информации в период выборов, это однозначно, Конституция. Пусть это будут выборы, какие бы события в стране не происходили, Конституция – это основной закон нашей страны, и, естественно, все те основные нормы, гарантирующие свободу слова, а также запрещающие злоупотреблять свободой слова, они все дублируются, отражаются и более, может быть, подробно раскрываются в Конституционном законе о выборах президента и депутатов Дюркенеша, в Гражданском кодексе, в Кодексе о нарушениях и в законах об избирательных комиссиях, о защите персональных данных и так далее, которые также применяются в период избирательной кампании. Коротко остановлюсь про информирование и агитацию, потому что очень часто происходят вопросы со стороны журналистов, со стороны граждан, со стороны активистов, когда какой материал признавать как информирование, какой материал признавать в качестве агитации. И здесь хотела бы остановиться, в первую очередь сказать журналистам, средствам массовой информации, что в информировании участвуют все средства массовой информации. И для того, чтобы участвовать в информировании, нет необходимости проходить ту аккредитацию, которая предусмотрена в избирательном законодательстве. Для участия в информировании, потому что вы знаете, не все средства массовой информации проходят аккредитацию, у нас есть средства массовой информации, которые принципиально, возможно, либо по каким-либо требованиям своей редакционной политики они не участвуют в освещении каких-либо агитационных материалов партий, кандидатов, поэтому они не проходят аккредитацию. И некоторые, к сожалению, на этих выборах очень много средств массовой информации, в особенности интернет-изданий или Джамат-медиа, они пропустили сроки аккредитации и сейчас спрашивают, как они могут
быть вовлечены в избирательный процесс. Так вот, все средства массовой информации, вне зависимости от того, что они прошли аккредитацию или не прошли аккредитацию, они имеют право участвовать в информировании о ходе избирательной кампании в целом, да, потому что это, в первую очередь, гарантии, предусмотрены в Конституции, также гарантии того, что каждый, не только журналист или средства массовой информации вправе, но и каждый гражданин вправе присутствовать на заседании Центральной избирательной комиссии, нижестоящих избирательных комиссий. Вот сейчас, к примеру, в ЦИКе тоже происходит мероприятие, заседание, да, некоторых наших коллег. И вот на таких открытых заседаниях вправе присутствовать каждый гражданин Кыргызской республики. В том числе и наши, ну, как бы, и в первую очередь наши журналисты, пусть даже они не были аккредитованы в рамках избирательного законодательства. Как вы знаете, согласно закону о доступе к информации, находящейся в ведении государственных муниципальных органов, все открытые заседания, во-первых, вообще все заседания любого государственного органа, в том числе Центральной избирательной комиссии, должны проходить открыто, публично и быть доступными для всех. Так и на всех заседаниях вправе присутствуют журналисты. Журналисты вправе ознакомиться заранее с повесткой заседания, с материалами заседания, при необходимости запрашивать информацию, также получать любую информацию, которая возникает в период проведения выборов, и ее опубликовывать. Есть, конечно, некоторые ограничения, да, это то, чтобы в этих информационных материалах не было элементов агитации, не было элементов призыва к каким-либо насильственным действиям, незаконным действиям, во всем остальном статистическое, либо информационное, общеинформационные материалы, они могут быть как запрошенные, так и проанализированные и опубликованные. Вот на сайте вы увидите, да, какими документами это право всех журналистов и даже граждан обычных, да, любого гражданина, и какие общие права есть. Присутствовать на всех заседаниях избирательных комиссий, это вне зависимости от уровня, это будет Центральная избирательная комиссия, либо территориальная избирательная комиссия, либо даже участковая избирательная комиссия. Знакомиться с протоколом избирательной комиссии, со всеми решениями, со всеми материалами избирательной комиссии, получать при необходимости копии, осуществлять фото- и видеосъемку в период подготовки к ВРВ, в день проведения голосования с места определенного председателем участковой избирательной комиссии, не нарушая тайны голосования, да, то есть нельзя подходить рядом очень близко к урне, либо подходить к кабинке для голосования, либо наводить там объектив и высматривать, каким-либо образом фиксировать голос избирателя, да, то есть мы все участники, все граждане вообще, да, должны обеспечивать тайну голосования, это важный элемент. При подведении итогов голосования, вы знаете, да, кто из вас участвовал, когда уже считают бюллетени там, и так далее, средства массовой информации также может присутствовать, снимать весь этот ход. Уже в период, когда начинается подсчет бюллетеней, можно снимать все и вся, потому что бюллетени, как вы знаете, не имеют нумерации, не имеют информации о том, к какому избирателю они относятся, то есть бюллетени абсолютно анонимные, да, и мы не сможем, никто не сможет идентифицировать, какой бюллетень принадлежит, например, мне или кому-либо еще, да, поэтому уже в процессе подсчета, когда уже высыпаются бюллетени из урны, пожалуйста, вы можете вести фото-видеосъемку, и это не будет считаться нарушением тайны голосования. И самое главное, да, мы видим и процессы, происходящие в мире, также учитывая, что и у нас во время избирательного процесса, к сожалению, да, происходит ограничение прав журналистов, вот и вчера так бы тоже были некоторые элементы, ну и в последующем, и не все понимают, что журналистам практически везде открыт доступ, поэтому во избежание каких-либо форс-мажорных обстоятельств необходимо, да, все-таки с собой носить всегда удостоверение журналиста, подтверждающего ваш статус. И главное, чтобы, ну, во всем мире, да, принято одевать и бейджики, и жилетки. Главное, чтобы на ваших опознавательных знаках, которые вы, или на вашей одежде, на ваших камерах и так далее, не было каких-либо наименований кандидатов, либо наименований политических партий, их символика, эмблема, галочки там, да, или лозунги. Это все уже будет считаться агитацией, и вы, получается, не информируете, а вы уже вовлечены в агитационный процесс, и это является нарушением.
Следующее. Информирование, да, об этом вы уже на предыдущих вебинарах говорили. Вкратце, да, информирование – это все то, что касается выборного процесса, да, то есть как работает избирательная комиссия, когда открыты все, когда были вывешены списки избирателей, как избиратели могут вовлечься в список избирателей, как избиратели будут голосовать, что такое форма 2, форма 1, как избиратель, находящийся там, например, в другой стране, может проголосовать, либо в другом, если у гражданина, находящегося в Бишкеке, прописка там в Аше, как он может голосовать, да, все то, что связано с нашими избирателями, все то, что связано с тем, как Центральная избирательная комиссия информирует наших граждан, наших избирателей в ходе выборов, о том, что сколько участков, урн, информация о кандидатах, об их избирательных фондах, да, вот Гульнар Хошбековна сегодня вам это презентует, кому сколько средств финансовых поступило, кто поддерживает, даже вы теперь можете увидеть фамилии, имена, отчества пожертвователей, да, кто поддерживает ту или иную политическую партию. И вы также можете увидеть, куда эта партия или кандидаты тратят эти средства, да, потому что мы знаем, к сожалению, были теневые финансовые прокрутки, поэтому мы вот уже 4 года продвигали эту реформу, чтобы избирательные фонды кандидатов и партий были прозрачны и доступны каждому. Да. Кроме этого, вы можете ходить на избирательные участки, брать сейчас уже в течение там еще 5 дней там получить программы политических партий, опубликование программ политических партий. И вообще вот часто возникает вопрос, да, опубликование информации о том, что та или иная партия провела съезд и выдвинула своих кандидатов. И список кандидатов, и программа, да, которая была обсуждена, она не является агитацией. К сожалению, у нас до сих пор не сформировалась такая культура в Кыргызстане, когда всем заранее одинаково объясняли бы, да, потому что вот представьте, это избирательный процесс, партия провела съезд, и очень много партий, даже в этой избирательной кампании, к сожалению, боялись опубликовывать информацию о том, что провели съезд, так как им кто-то комментировал, что это может быть воспринято как агитация. На самом деле это не агитация, это информирование, потому что политические партии основной субъект, да, то есть мы голосуем за партии, и не говорить о каждом движении партии невозможно. И главное здесь соблюдать вот эту грань, не переходить из информирования в агитацию. Кроме этого, пока у нас до сих пор не сформирована также практика или культура опубликования списков кандидатов, да, до сих пор нам неизвестны списки, к примеру, да, нашей общественности широкой. Почему партии скрывают или почему ЦИК, ладно, да, мы пока проверим соответствие выдвижения, там, полноту документов, достоверность документов. На это у нас уйдет время, и Центральная избирательная комиссия опубликует уже зарегистрированные, проверенные списки, скажем так, кандидатов. Поэтому со стороны ЦИК немножко идет задержка. Но сами политические партии, на мой взгляд, уже давно могли бы опубликовать свои списки кандидатов, и это будет информированием, а не агитацией. Потому что ну, каждый из вас, каждый журналист, ну и нашим гражданам интересно, как политические партии, к примеру, там собрали каких кандидатов, да, и с какой командой они идут. Также вы знаете, по новшествам избирательного законодательства сейчас политические партии обязаны будут предоставить свои программы в Центральную избирательную комиссию. Также партии обязаны будут опубликовать в периодическом издании свою программу. И для чего это делается? Да? В большинстве случаев, ну, это, во-первых, обеспечение равенства всех кандидатов, всех политических партий, и обеспечение равенства всех избирателей к доступу, да, скажем так, предвыборных обещаний партии, потому что очень часто, да, мы знаем, вот со многими из вас мы обсуждали эту тему, политические партии в период агитации, в период выборной кампании обещают много чего, у них появляются сайты, странички на Фейсбуке, в социальных сетях там, и так далее, ролики, видео, но, к сожалению, после того, как выборы заканчиваются, сайты закрываются, никто их не поддерживает, все 5 лет никакого сайта. И кто там сохранил из избирателей эти буклетики, если партия раздавала буклетики со своей программой, то те могут доказать, что партия давала то или иное обещание. А тот, кто не сохранил, заходят на сайт или ищут там в интернет-изданиях, то не находят, да, то есть остается лишь то количество предвыборных обещаний, которые
журналисты успели, да, из предвыборных выступлений кандидатов схватить, опубликовать. Есть часть, которую, конечно, партии, кандидаты проплачивают, специально выносят, да, скажем так, в средства массовой информации в качестве агитации. И лишь только этот пласт предвыборных обещаний остается у нас как, скажем так, для того, чтобы обеспечивать качество и подотчетность работы парламента, важно, чтобы у избирателей оставались, да, предвыборные обещания. Кроме этого, важно, чтобы избиратели осознанно выбирали и понимали, что тогда партия обещала на прошлых выборах одни и те же, да, обещания сейчас обещают, и какой как бы результат достигнут, надо ли, к примеру, голосовать. То есть это также способствует осознанному волеизъявлению граждан, на мой взгляд. Поэтому это новшество очень хорошее. И на сайте Центральной избирательной комиссии, понятное дело, эти программы, официальные программы политических партий будут сохранены. И, естественно, ни кандидаты, ни партии, которые предоставили нам эти программы, не смогут в последующем отречься от них. И если, к примеру, до какого-либо села или там до какого-то очень большая часть нашей молодежи, к примеру, да, тоже не пользуются бумажными, скажем так, документами, то это тоже, возможно, удобство для такого поколения наших избирателей, что они могут на сайте Центральной избирательной комиссии, конечно, его пользование им немножко усложненное, но при необходимости найти можно, да, и это вот обеспечит, может быть, более широкий доступ. И все это не является агитацией. Также, ну, это уже информационный материал, что как бы дублирует ту же информацию, о которой я говорила. И вот здесь очень важно смотреть и в информационных материалах, то есть то, что каждая СМИ, каждый журналист может опубликовать, это официальная информация как избирательных комиссий, так и самих кандидатов, о них самих, о политических партиях, об их программах, да, это никоим образом не будет считаться агитацией, если не будут 4 элемента, которые отражают, что такое агитация. О них мы сейчас позже, да, остановлюсь. Очень важно, да, спорно всегда, и наши журналисты, к сожалению, до сих пор вы не применяете возможности проведения журналистских расследований и возможности проведения аналитики, да, и очень часто Центральная избирательная комиссия, ну, до настоящего времени так угрожала, скажем так, пальчиками, говорила, не, это все может считаться агитацией, либо там очернением кандидата и так далее. Но на самом деле журналисты имеют право проводить расследования, показывать, да, вот в скором времени вы увидите списки кандидатов, вы будете следить за движением средств. У нас, как бы, вы можете увидеть, кто, к примеру, пожертвователь той или иной партии, и вы можете сопоставлять информацию. Если у этого кандидата, который внес, к примеру, избирательный фонд партии определенные средства, задекларированный этот доход, да, проверить, потому что у нас уже давно со стороны государства введено всеобщее декларирование, и информацию о декларациях тех или иных лиц, особенно должностных лиц, вы можете найти в открытом доступе. Ну а по частным лицам, конечно, очень хорошие уже методы и механизмы используются журналистами, когда вы вытаскиваете там через OSOKG, либо через базу Минюста, и вы видите, да, либо можно, конечно, если прям ну, не нарушая, да, каких-то частных территорий гражданина, выезжать на место и также делать с места репортаж, либо с места аналитики, расследования, да, что, в каких условиях живет этот гражданин, к примеру, да. Вы можете самого гражданина брать информацию, который, к примеру, внес какие-то средства в поддержку партии, да. Кроме этого, если вы опишете, к примеру, что один какой-либо кандидат занимал определенные должности там и, к примеру, был уволен, либо был привлечен к ответственности, ну, весь ход событий жизни какого-либо чиновника, либо какого-либо гражданина, который уже включен в список кандидатов, если вы будете расследовать, анализировать, сопоставлять данные, это не будет являться, скажем так, агитацией, во-первых. Во-вторых, это не будет являться нарушением избирательного законодательства. Главным образом вы должны, конечно, соблюдать, во-первых, баланс, во-вторых, брать мнение второй стороны, да, и вся информация, которую вы отражаете в вашем аналитическом материале, либо в вашем расследовании, однозначно должна быть достоверной, да, перепроверенной, подтверждая все свои данные источниками, откуда была добыта информация, и источники, да, очень важно, чтобы эти источники могли быть идентифицированы. К сожалению, у нас вот на прошедших в 2017 году президентских выборах
Коллеги, меня слышно, да? Что-то я так тараторю. Слышно от вас, не переживайте. Все. А то, когда тишина, немножко уже волнуешься. Я прошу прощения. Если я буду говорить быстро, вы мне туда в чат или даже в звук говорите. Вот, в 2017 году у нас во время президентских выборов был такой кейс, и, на мой взгляд, он такой показательный. Одно из наших телевидений выдало информацию о том, что в штабе одного из кандидатов раздаются деньги, осуществляется подкуп избирателей со ссылкой на интернет-издание. Естественно, этот кандидат, его штаб, к сожалению, его мнение второй стороны в первую очередь не было взято. Это первое нарушение было. В последующем, когда юристы кандидата написали жалобу в ЦИК, и пришли эти два средства массовой информации, ТВ и интернет-издание, ТВ отреклось от всего. Они сказали, мы взяли, наш источник – это интернет-издание. То есть, вы знаете, да, по закону о профессиональной деятельности журналиста и по Гражданскому кодексу, и по избирательному законодательству вы должны, журналисты обязаны перепроверять информацию, пусть даже вы берете из другого источника. К сожалению, журналисты ТВ не проверяли информацию, взятую с интернет-издания, они не брали второго мнения. Когда мы спросили у интернет-издания, откуда они взяли эту информацию, они сказали, с Ютуба. Естественно, у меня был резонный вопрос, а является ли YouTube официальным источником информации, либо достоверным источником информации, который не требует подтверждения, либо опровержения. То есть тут же и критическое мышление. Да? Мне уже представители этого интернет-издания, они сказали, нет, YouTube это опубликовывают, распространяют достоверную информацию, и мы не обязаны его перепроверять. Естественно, интернет-издание получило предупреждение от Центральной избирательной комиссии, телевидение отделалось легким испугом, да, но здесь важно, это профессиональность каждого из нас, да, и если, да, первый раз, может быть, с этим СМИ повезло, но здесь же не только вопрос того, чтобы не получить там предупреждение от ЦИК, не лишиться аккредитации, там, либо не получить штраф, либо там, не знаю, иска, да, о возмещении морального ущерба, там, и так далее. А важно же формировать и общественное сознание, да, и в первую очередь, на мой взгляд, конечно, в этом ответственность наших журналистов, потому что благодаря вам наши граждане даже в самом дальнем уголке получают информацию. Если вы даете качественную информацию, которая способствует критическому мышлению, и когда вы не думаете о том, чтобы избежать или ответственности, но дать какой-то заинтересованный, интересный только для вас исключительно материал или для вашей редакции, а думаете о том, что должен быть общественная польза, тогда, конечно, такой журналист перепроверит любую информацию, потому что это ваше имя, да, в первую очередь. Вот. Поэтому, может быть, такие нарушения. Потом следующее, да, в рамках информирования те СМИ, которые не прошли аккредитацию, ну и те, которые прошли аккредитацию, главным образом вы должны держать грани и не отдавать предпочтение тому или иному кандидату, либо той или иной политической партии. К сожалению, очень часто, да, даже передовые наши средства массовой информации, интернет-издания очень часто вот эту тонкую грань невольно нарушают, потому что у каждого, понятное дело, у каждого журналиста есть своя точка зрения. Но ваша точка зрения, ваше предпочтение относительно кандидатов, вы не вправе, скажем так, делать, во-первых, в материале своем, да, и делать материал в пользу только одной своей точки зрения, либо предпочтения там, к списку кандидатов. Вот даже сейчас члены Центральной избирательной комиссии, мы тоже должны быть там независимые, объективные и не быть вовлеченными, либо не показывать свое предпочтение, либо поддержку той или иной политической партии. И как активные пользователи соцсетей там, и так далее, я тоже смотрю, да, за успехами, либо за поражением некоторых политических партий, за креатив, там, за многие другие вещи, да, либо за административный ресурс. Но я не могу даже лайкнуть, хотя очень хочется сильно. Тем более, высказываться в поддержку, либо предпочтением показывать, я тоже не имею права. То же самое распространяется ограничение на средства массовой информации. Это очень сложно. Конечно, каждый из нас может сделать ошибку, но изначально готовить статью, либо материал только об одних, очень часто у нас, к сожалению,
вот даже скрытая агитация идет, да, вы раскрываете там кандидатов, там, к примеру, да, какая-то девушка хороший предприниматель, либо бизнес-аналитик, либо там медиаэксперт, либо юрист, там, и так далее, да, о каждом, о новых лицах особенностей, или там по благотворительности, к сожалению, сейчас, да, у нас очень много вопросов. Да, эти люди вам нравятся, либо да, эти лидеры партии, либо это сама партия, да, их взгляды вам нравятся. Но если вы вот вытаскиваете информацию, которая в большей степени, да, показывает хорошие стороны, и однозначно вы склоняете вашего читателя к позитивному, либо к негативному, да, такое тоже было, как бы так, умозаключению, то это уже агитация. Да, и поэтому, если вы будете делать журналистские расследования, аналитические материалы, к примеру, там вот сейчас все программы, да, партии будут вывешены на сайте ЦК, сами будете собирать, у нас есть там политмер, да, который собирает все обещания наших чиновников и политиков, и вы будете делать анализы, совпадения, там, повторы, там, либо сопоставлять, может быть, раньше они говорили, что сделали. Главным образом, да, понятное дело, в один материал все там 17-16, сколько партий сейчас у нас останется, всех вместить не сможете. Но делайте оговорку, делайте серию таких статей и делайте оговорку в каждой статье, там буквально одно предложение, что в следующем вы разберете следующую партию. То есть показывайте, да, каждый раз, что это не только одну партию вы расковыряли, да, либо расхвалили, как бы раскрыли какие-то преимущества, но вы будете делать о каждой политической партии. Но при этом, обратно же, да, вот здесь я неправильно сказала, хвальбы, либо очернения, там, либо критики не должно быть. Можно делать вот как сухую математику. Было, есть, что в остатке. Никаких, как бы, да, эмоций и предпочтений. Вот это по нашим программам. По информированию, да, заключительно, я думаю, информирование осуществляет государственный орган, органы местного самоуправления, избирательной комиссии, физические и юридические лица, к примеру, государственные органы. И все, кто вот предоставляет, скажем так, журналистам информацию, в том числе и сами СМИ, журналисты, которые готовят информацию в рамках информирования, мы несем ответственность за содержание, да, то есть вы, понятное дело, если берете у источника, там, у ЦИКа, то достоверность гарантирует ЦИК, либо там правительство, еще кто-то, у кого вы взяли информацию. Но если вы сами собрали, то, понятное дело, вы должны быть убежденными, что это достоверно. Однозначно важно актуальную информацию предоставлять, но насколько актуально у нас это происходит, большой вопрос. И у нас есть хорошая норма о том, что вот она в прошлом году уже более детализировано, это информирование избирателей с ограниченными возможностями здоровья. Сейчас даже есть специальные требования в отношении политических партий, что вся информация, все агитационные материалы, там часть из них должна быть в обязательном порядке предоставлена там шрифтом Брайля и так далее. И то же самое Центральная избирательная комиссия и все госорганы обязаны всю информацию, которая предоставляется, да, учитывать интересы наших граждан с ограниченными возможностями здоровья. Важным новшеством является, ну, то есть очень хорошим инструментом во время информирования, в том числе во время агитации, являются опросы общественного мнения. В этот раз тоже были некоторые, на мой взгляд, нарушения со стороны интернет-изданий, да, до некоторых я как бы дошла, до некоторых, к сожалению, не достучалась. С самого начала журналисты интернет-издания начали делать опросы, за какую партию вы проголосовали бы, да, из тех партий, которые были заявлены. Естественно, отображение голосов и предпочтений наших интернет-пользователей там, и так далее, это уже склонялось к тому, чтобы, то есть содержит в себе элемент агитации, да, поэтому часть из средств массовой информации переформулировали, кто-то изначально дал формулировки более как бы верными, да, но важно сейчас к опросам общественного мнения у нас были, да, помните, на президентских выборах скандалы, связанные с опросами общественного мнения, поэтому внесены уточнения. В обязательном порядке, если вы проводите опрос, вот интернет-издание, конечно, всегда об этом уточняет и спрашивает, и очень проблематично, на мой взгляд, указывает эту всю выборку, все требования, которые в законодательстве есть, но по возможности необходимо соблюсти, по крайней мере, необходимо прописать, как вы как бы проводите, да, вот этот опрос даже в интернет-издании, через соцсети или через
там, посредством только интернета. И вот эти данные должны в обязательном порядке быть указаны в ваших соцопросах. Кто проводит опрос, время его проведения, число опрошенных, метод сбора информации, да, но я думаю, вкратце это можно написать. Регион проведения опроса, понятное дело, что сейчас это республиканские выборы. Если по IP-адресам вы можете высчитывать, с какого региона проходит голосование, классно. Если нет, то, я думаю, это не будет для интернет-изданий таким большим нарушением. Потому что интернет-издания в этом смысле уже пошли вперед, так как интернет-издания указывают, ну, проверяют, да, чтобы не было накрутки голосов за партии. Точная формулировка вопроса, статистическая оценка возможностей погрешности. И если это был заказ со стороны кого-то, то однозначно вы должны показывать заказчика, кто заказал такой опрос. И помним, да, важное ограничение: в последние 5 календарных дней до дня голосования и в сам день голосования опубликование освещения в средствах массовой информации, интернет-изданиях, либо распространение любым другим способом, скажем так, результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с выбором, не допускается. И здесь, к сожалению, большой вопрос по экзит-полам, но мы знаем, да, что экзит-полы не показывают, то есть до окончания процедуры голосования экзит-полы, кто проводит экзит-пол, они говорят о количестве там опрошенных и так далее, может быть, но они не говорят о том, как ответили опрошенные, за кого проголосовали опрошенные. И, конечно, у нас, к сожалению, еще никто не занимается, да, давно уже не занимается экзит-полами, хотя это очень хороший инструмент. Посмотрим, что будет на этих выборах, может, кто-то будет заниматься. Но здесь важно, почему эти ограничения введены, чтобы в день голосования не было хоть какого-либо проявления агитации. Да? Вы знаете, к примеру, те же выборы в Украине президентские, когда уже действующий президент Зеленский, на тот момент он кандидат, он на вопрос журналистов, за кого проголосовали, сказал, как бы за кого он проголосовал, показал бюллетень, за что его оштрафовали, да, но не сняли с гонки. Поэтому, конечно, как бы, чтобы не провоцировать, скажем так, наших политиков, либо партий, либо кандидатов, либо вообще не провоцировать какого-либо скандала в день голосования, вам стоит воздержаться от таких вопросов, за кого вы проголосовали, потому что это будет уже считаться нарушением и, возможно, будет признано как агитация в день голосования, что запрещено. И общие, конечно, требования ко всем информационным материалам, в том числе не только, которые размещаются в средствах массовой информации, интернет-изданиях, но и то, что размещается на сайте Центральной избирательной комиссии, то, что распространяется пресс-службой ЦИКа, либо распространяется политическими партиями, да, любыми субъектами во время выборов. Вот даже сейчас, да, к сожалению, на мой взгляд, это нарушение со стороны МВД там, и других правительственных органов, которые начинают комментировать, ну и, грубо говоря, говорят кандидатам или партиям сам дурак, да, то есть если партия или кандидат выступает там перед избирателями и говорят там о коррупции, скажем, там в одном из органов, и говорят, что они с этим будут бороться, этот орган, к сожалению, начинает комментировать, что у нас нет коррупции, что вот сам этот человек может быть коррупционером, то есть это уже вмешательство данного государственного органа, либо чиновника, кто комментирует в избирательный процесс, что недопустимо. И вот недавно, да, тоже был комментарий от МВД, и, на мой взгляд, они могли воздержаться только предоставлением сухой статистики и не давать оценочных суждений в отношении выступления одного из кандидатов, да, потому что в любом случае, почему это важно, потому что государственных органов в любом случае возможности распространить информацию больше, чем у кандидатов, да, и тут нарушается, во-первых, равенство кандидатов, там, да, их свобода участия в выборном процессе, и получается вмешательство со стороны государства, которое говорит, вот это только мое мнение, оно правдиво, потому что кандидат во всех этих, к примеру, СМИ не выступит так же, как и тоже МВД, да, например. Поэтому очень важно, чтобы госорганы в период информирования не нарушали вот эту тонкую грань и, отвечая, да, если они считают, что тот или иной кандидат сказал, может быть, утрированную информацию, да, о деятельности либо о состоянии реформирования этого органа, то они могут воздерживаться, то есть ограничиться просто предоставлением сухой статистики
И главным образом не давать суждений, не комментировать и не говорить, что кандидат там плохой, там он допускал там то-то, то-то, то-то. Ну, если прям уж этот госорган считает, что деловая репутация государственного органа, да, или там будет нарушаться, то, пожалуйста, пусть обращается в суд. Вот, и поэтому вся информация, все материалы, которые в период избирательной кампании распространяются в качестве информирования, и в тех средствах массовой информации, и вообще, да, ну, то есть кем бы то ни было, она должна быть объективной, достоверной, не должна нарушать равенство кандидатов политических партий, не должна отдаваться предпочтение какому-то бы ни было кандидату, либо политической партии. У нас вот по этому поводу было нарушение во время референдума в 2016 году. Наши некоторые средства массовой информации, которые финансируются за счет государственного и муниципального бюджета, они, к сожалению, к примеру, больше давали, там в одной из газет региональных давали информации больше с точки зрения позиции за референдум, и когда была жалоба, и мы разбирали этот вопрос, журналисты, редакция, да, на полном серьезе говорили, а это же наше мнение, это наша точка зрения и позиция по отношению к референдуму. То есть так не бывает, да, то есть не может быть, если... потому что все средства массовой информации, да, пусть это газета, радио или ТВ, если они финансируются за счет государства или муниципального бюджета, понятное дело, это наши средства налогоплательщиков, правильно? Потому что государство само не генерирует, скажем так, не зарабатывает деньги, и оно содержится на наши с вами налоги. Поэтому и подразумевается, что всем кандидатам, либо всем позициям за или против того же референдума, там, и куча других вопросов, которые мы должны решать путем выборов или референдумов, они должны быть равнозначными, все мнения за, все мнения против. И точка зрения моя, либо кого-либо из журналистов, она не должна за счет средств налогоплательщиков идет, скажем так, да, не за счет партиями. Когда это все оплачивается налогоплательщикам, налогоплательщики имеют право, наши граждане имеют право получать объективную информацию и за, и против, и сам сделать вывод кандидата или партии, к примеру. Поэтому так, да, мне почему-то показывает, что у меня интернет-соединение неустойчивое. Да, немножко прерывается, поэтому вы можете, в принципе, отключить видеокартинку и продолжить вашу презентацию голосом. Вот, а после того, как завершите, Да, не, это можете отключить. подключить видео еще раз, и если будут вопросы. Хорошо, да, если да, давайте я так попробую, да, потому что у меня сейчас... Так, а демонстрацию экрана включить, да, Валентин? Да, демонстрацию экрана вам надо оставить и отключить просто видеокамеру. Все. Есть? Есть. Спасибо огромное. Прошу прощения, что тут... Так, это вот то, что уже проговорила. А в рамках информирования, да, важно, вот уже как бы более подробно об этом говорила, важно воздержаться редакциям, да, и ТВ, и радио, и всем остальным, и как бы там, и либо газетам, не включать свои комментарии, свои предпочтения, свои мнения, да, это и этический кодекс журналиста требует, ну и избирательное законодательство, вот вы видите на слайде. Ой, мамочка. Так, вот информационные материалы, они не оплачиваются кандидатами, не оплачиваются политическими партиями, да, потому что вы даете материал в рамках информирования. Потому что если вы хотите расхвалить или дать материал, скажем так, раскрывающий, почему надо проголосовать за или против того или иной партии, то такие все материалы уже признаются агитационными, и такие материалы должны быть проплачены с избирательного фонда каждой партии, да, то есть от той или иной партии. А в рамках информирования, так как вы даете нейтральное, объективное, достоверное, равное для всех сторон, да, информацию без личных суждений и комментариев, то такие информационные материалы не оплачиваются, да, они не рекламные, и на них вы не ставите отметку, что проплачено с избирательного фонда, либо это рекламные материалы. Хотя, к сожалению, очень много наших журналистов, наших интернет-изданий грешат, да, скажем так, тем, что уже сейчас
как только партии заявились о том, что они будут участвовать в избирательном процессе, много, да, я уже давала примеры, много выходила информации явного рекламного характера, но, конечно, без отметки, что на самом деле является нарушением. И пока я думаю, что либо у нас должна сформироваться культура, либо у Центральной избирательной комиссии, как у осьминога, должны быть такие большие щупальца, и там, чтобы отслеживать все и вся. Но это тоже, да, плохо. Я считаю, что лучше прийти к тому, чтобы уровень правосознания, уровень верховенства закона, признаваем каждым из нас, да, вне зависимости от того, где мы работаем, должен расти, нежели государственный орган должен вмешиваться и каждый раз ограничивать, да, каждый раз контролировать и каждый раз наказывать. Да? То есть мы должны стараться избежать того, чтобы влияние государственных органов в любом процессе усиливалось. Для этого надо самим как бы начать не грешить нарушением. Так вот, следующий вот блок по информированию, все. И быстро про агитацию, да. Очень много сейчас вопросов по агитации против всех. Вы знаете, да, у нас вот согласно избирательному законодательству предвыборной агитацией может заниматься граждане Кыргызской республики, кандидаты, уполномоченные представители, доверенные лица кандидатов политических партий. И что такое агитация? Она имеет собой целью побудить или побуждающие избирателей голосовать за тех или иных кандидатов, список кандидатов, либо голосовать против них. Да? Это главная цель агитации – получить голос, либо сделать так, чтобы твой конкурент, либо партия, лицо, которое тебе не нравится, кандидат не получил голос. И вот здесь избирательное законодательство не регулирует вопрос агитации гражданами, да, простой гражданин. Ну вот у нас любят, к примеру, очень часто проводят единичные там митинги, да, демонстрации. И если гражданин, да, тот или иной активист, скажем так, видит нарушение законодательства, либо знает ту или иную политическую партию, либо вообще все политические партии, не доверяет им, и вышел, к примеру, там, агитировать против всех, то каким образом он должен построить свою эту кампанию, или должен ли вообще он сделать из этого кампанию, или может он один сам ходить, я не знаю, от двери к двери по своему селу, по своему городу или по своей улице, и агитировать устно, либо он может ли из своих денег оплачивать там, изготовление каких-то маленьких буклетов или больших там баннеров и все остальное. По позиции против всех очень много вопросов. Но важно то, что это право есть. Право граждан, как агитировать за ту или иную партию, так и агитировать против всех партий, либо против той или иной партии. Да, это право есть. Я думаю, сейчас очень много вопросов, ну не знаю, по крайней мере, ко мне очень много, особенно с регионов, очень много вопросов, что вот я хочу агитировать, я уже хожу агитирую, но там на меня выходит милиция, там ГКМБ и все остальное, насколько это верно, что мне можно делать. То есть такие вопросы очень часто возникают. И на этих выборах, возможно, мы путем проб и ошибок увидим, как может вестись нашими простыми гражданами, не вовлеченными в ту или иную партию, агитация против всех, да, или против той или иной партии. И вот 4 элемента. Я предлагаю, да, вот всем журналистам, которые у меня консультируются, я всегда, да, и на кыргызском, и на русском, предлагаю просто вот эти 4 элемента распечатать и вот где-то рядом с собой повесить во время избирательной кампании, потому что вот эти 4 элемента показывают, раскрывают суть предвыборной агитации. Это откровенный, да, уже призыв голосовать за тех или иных кандидатов, список кандидатов, либо против них. Второе, выражение предпочтения в отношении отдельных кандидатов партий. Третье, описание возможных последствий избрания или неизбрания кандидатов, списка кандидатов. И вот это больше касается, конечно, тех журналистов, которые будут делать журналистские расследования, аналитику, да, то есть вы даете, может быть, факты, как тот или иной человек проявил себя на госслужбе, там, или в бизнесе, или в лидерстве, в гражданском секторе, да, где он бы ни был. Но говорить, что от него ожидать, он будет очередным чимкириком, это, наверное, ну не наверное, это точно уже будет, во-первых, описание последствий, во-вторых, это уже ваше личное мнение, суждение. Ну и, на мой взгляд, так говорить, это уже оскорбление, да, необходимо воздержаться от таких материалов. И четвертое – это распространение информации о деятельности кандидатов, не связанной с их профессиональной деятельностью или исполнением ими служебных должностных обязанностей. Вот 4 элемента, которые раскрывают, что такое предвыборная агитация.
И понятное дело, да, какими способами можно агитировать: через СМИ, через проведение публичных агитационных мероприятий. По ним до сих пор, конечно, много вопросов, можно ли собирать больше 50-60, но мы, как видим, прошли съезды партий, где было больше людей, да, ни со стороны ЦИК, ни со стороны республиканского штаба или правительства, там, санэпидемслужбы или Минздрава не было нареканий. Понятное дело, что свыше 50 уже можно собираться, но главное соблюдать пока еще коронавирус в стране есть, соблюдать социальную дистанцию и меры предосторожности. Новшество то, что, ну, это уже все мы знаем, нельзя, да, сейчас проводить большие концерты на стадионах, спортивные мероприятия, Улах-Тартыш там и все остальное, и не проводить, ну, как бы не приглашать звезд эстрады, хотя я понимаю, что есть другие, да, способы вовлечения звезд эстрады в агитационную кампанию. Следующий метод – это выпуск и распространение печатных, аудиовизуальных и других агитационных материалов. И самое главное, что этот перечень не является исчерпывающим. Сейчас очень часто звучит то, что, учитывая, что пандемия и так далее, чтобы наши кандидаты переходили в агитацию агитировать в социальных сетях. Я немножко с этим не согласна, потому что социальные сети, вы знаете, да, и тот же самый интернет у нас не урегулирован законодательством. И создание прецедентов либо практик вмешательства Центральной избирательной комиссии в связи с избирательным процессом в регулировании социальных сетей, на мой взгляд, оно немножко рискованно, потому что и в дальнейшем эта практика может укорениться и не всегда быть позитивной, да, так как соцсети пока у нас избирательным законодательством, вообще законодательством не урегулировано, я бы не призывала наших кандидатов и партий вести агитацию в социальных сетях. Вот. Угу. Хотя вот по соцсетям, смотрите, да, вы уже все знаете, что ЦИК создал прецедент, было вынесено предупреждение политической партии Чонгазад, но я, к примеру, голосовала против этого решения, потому что страничка в соцсетях не была верифицирована, очень много вопросов, и, конечно, представитель партии повел себя на рабочей группе, он предоставил одну информацию, соглашался, что это их материалы, на заседании ЦИК уже, да, как я уже до этого говорила, все вопросы, которые рассматривают рабочие группы, в обязательном порядке должны быть рассмотрены на заседании ЦИК, да, мы коллегиально должны рассмотреть. И вот представитель этой партии, он сказал, что на заседании ЦИК он отказался от всех своих слов, которые он говорил на рабочей группе. И, естественно, очень много вопросов возникло в связи с чем. И понятное дело, в связи с тем, что интернет и соцсети у нас не урегулированы законодательством, такое поведение со стороны кандидатов и партий, такое поведение со стороны журналистов, блогеров, СММщиков и всех остальных, оно будет сейчас, к сожалению, очень активным. Но каждую страничку сейчас и каждого интернет-пользователя, там, каждый аккаунт перепроверять нет возможности ни технической, ни физической, да, ни у ЦИК, ни у любого другого органа, да, и получается, в любом случае такое регулирование, оно будет избирательным, что есть плохо. Поэтому журналисты очень часто спрашивают, да, можно ли мы будем там размещать материалы, и, понятное дело, блогеры, СММщики сейчас будут, скажем так, пользоваться тем, что законодательство это не регулирует, и рекламировать ту или иную партию, продвигать, да, кандидатов. Но это пока все-таки вопрос к нашему правосознанию. Если наши граждане, которые работают журналистами, либо СММщиками, блогерами, вообще идут кандидатами или партии, готовы вот так вот пытаться находить дырочки в законодательстве и пользоваться, и получать от этого преимущество, ну, значит, мы достойны, да, скажем так, того положения, которое мы имеем. Как только правосознание будет повышаться, естественно, каждый из нас будет контролировать себя в первую очередь и не искать лазеек в законодательстве. Вот. И вот здесь разграничение с теми СМИ, которые прошли аккредитации. Да? В агитации, то есть агитационные материалы вправе размещать только средства массовой информации, прошедшие аккредитацию в ЦИКе. Главным образом, смотрите, да, у нас были во время местных выборов 2016 года такие прецеденты, когда партия разместила в интернет-ТВ материал, но проплатила позже.
была жалоба, да, и, понятное дело, для кандидатов, для партии это очень большое серьезное нарушение, которое может повлечь снятие с гонки. И вот, к сожалению, тот инцидент закрылся тем, что предупреждение получила почему-то СМИ, ну, интернет-ТВ, но не кандидат. Хотя, на мой взгляд, обратно же это нарушение было со стороны кандидата до партии. И поэтому, чтобы вы, да, журналисты и средства массовой информации, не были, скажем так, отданы на откуп какому-то там политическим договоренностям, либо нахождению компромисса, да, в случае нарушения избирательного законодательства, в обязательном порядке получайте агитационные материалы для размещения у себя от партии, которые уже имеют, там, я не знаю, штамп или подпись ЦИКа, да, то есть мы по законодательству все агитационные материалы должны, во-первых, содержать исходные данные, да, кто, зачем, почему, сколько изготовил, какая партия, кто оплатил, и в каком тираже там, или в каком количестве, а также должны содержать то, что один экземпляр этого материала был отдан Центральной избирательной комиссии. Это очень важно, да, если этот материал отдан уже Центральной избирательной комиссии до требований закона говорит о том, чтобы отдать один экземпляр, они должны в ЦИК до распространения, до размещения, поэтому если вы получаете с такой отметкой, скажем так, материал от кандидата от партии, в случае возникновения какого-либо жалобы, либо претензий, то у вас есть, скажем так, несколько, да, этапов защиты. Первое, что кандидат оплатил, партия оплатила, это в рамках договорных отношений. Вы, да, как бы и за содержание материала в ваших договорах это прописывается, что за содержание агитационного материала несет ответственность сами партии, их уполномоченные лица, это раз. Оплата заранее должна производиться, вы знаете тоже, да, размещение материала. Факт оплаты говорит о том, что кандидат или партия подтверждает, что они сами свой материал готовили и согласны с этим содержанием, поэтому стрелки на вас они не переведут. Ну и то, что вы видите отметку о том, что этот материал, копия материала была отдана ЦИКу, вы видите там печать Центральной избирательной комиссии наших коллег, подписи, да, то вы уже немного, скажем так, обезопасены, да, то есть ЦИК смотрел материал, значит, там нет каких-либо злоупотреблений. Хотя в 2017 году обратно же была практика на президентских выборах, когда наша группа по информированию по агитации, она подтверждала получение материала, соглашалась с содержанием материала, но потом поступали жалобы, и партия, кандидат получали предупреждение, да. И вот, к сожалению, был разнобой работы, но это уже наши внутренние проблемы ЦИКа, да, в правоприменительной практике, в организации процесса, но никоим образом это не есть нарушение со стороны журналиста или СМИ. Поэтому требуйте, чтобы были, во-первых, договора, во-вторых, чтобы это была проплата заранее, в-третьих, чтобы один экземпляр материала до того, как вам пронесли для размещения и опубликования партии, был отдан Центральной избирательной комиссии, и чтобы в агитационных материалах были исходные данные. Однозначно, да, очень много материалов выдают, особенно интернет-издания выдают, к сожалению, без отметки, что это проплачено. И это, я считаю, что очень большое нарушение, да, но, к сожалению, пока еще обратно же у ЦИКа не хватает ресурсов, скажем так, это все отслеживать. Но обратно это вопрос к вам, да, к журналистам, насколько важно не ставить эту отметку, да, для вас, если закон этого требует. Смотрите. И вот здесь сейчас в избирательном законодательстве есть новшество. Сейчас мы получаем отчеты о расходовании, да, о движениях избирательного фонда не только от партий, но вы должны знать, да, вам мои коллеги уже должны были разъяснить, что средства массовой информации также предоставляют отчет в Центральную избирательную комиссию. Все аккредитованные СМИ вы обязаны сдать 3 раза отчет в Центр избирком. Имейте в виду. И поэтому, как и делает налоговая, то, скажем так и же может поступить ЦИК, мы можем сделать перекрестную проверку. Вы должны в обязательном порядке, форма, образец отчетности, все уже утверждено. Если у кого нету, обращайтесь, да, вот и Гульнар Куршбековна ко мне, мы вам это все вышлем, мы можем выслать интервью, чтобы они всем вам разослали, да, форма отчетности, периоды, сроки отчетности.
Вы обязаны будете предоставлять эти отчеты указанием времени, объема, площади, да, сколько какому кандидату вы предоставили. И такие же, скажем так, отчеты там, по оплате размещения агитационных материалов в СМИ от кандидатов, от партий мы получим. Поэтому это все перепроверяется. Да, и надеюсь, мы до этого не дойдем, но Центральная избирательная комиссия, вот лица нашей рабочей группы, в первую очередь могут осуществить мониторинг СМИ. Кроме этого, вы знаете, да, наша некоммерческая организация Медиа-Инфо тоже занимается мониторингом средств массовой информации не только на предмет злоупотребления там, объективностью, достоверностью, но и на предмет того, что указываете ли вы, что это проплачено, не проплачено, и на самом деле сколько материалов вы выдаете, журналисты выдают, да, с отметкой, сколько без отметки, но с явным содержанием агитационных материалов. И это не красит никоим образом ни вас, ни нас, ни нашу страну. И по результатам таких мониторинговых отчетов, конечно, Центр избирком тоже может инициировать проверку. И обратно же, да, вот, на мой взгляд, вот и просьба к журналистам стараться избегать таких злоупотреблений, да, поиска нюансов, возможностей, потому что как только ЦИК найдет такие нарушения, да, и будет принимать меры ответственности, мы обязаны будем принять меры ответственности к СМИ, то это обратно становится, то есть как бы ставит под угрозу свободу слова Кыргызстана, да, наши рейтинги мировые и так далее. То есть очень много негативных последствий для всех нас. Ну и вот никто не имеет права проводить агитацию, вы это все помните, надеюсь, да, и не буду останавливаться, есть презентация. Религиозные деятели, смотрите, вот здесь указаны, и в закон, избирательное законодательство внесено понятие, кто такие религиозные деятели, поэтому сейчас вы уже не будете путаться, как ранее, да, на прошедших выборах. Есть новшество о недопустимости злоупотребления административным ресурсом. Относительно СМИ установлены запреты на преимущественный доступ по сравнению с другими кандидатами к средствам массовой информации в целях проведения сбора подписей или предвыборной агитации. Да, к примеру, сейчас вот у нас несколько чиновников ушли в отпуск в связи с тем, что они становятся кандидатами. Если вы будете как будто бы их отчеты, как будто бы их достижения или там вечера памяти, да, их достижений делать, это уже является предпочтением и преимущественным доступом к СМИ и является нарушением, да, правил ведения агитации, поэтому необходимо от этого воздержаться. Агитационные выступления при проведении массового мероприятия. Атыра, я прошу тебе, что ты уже свое время практически использовала. Все, да, я тебе заканчиваю. Пару минут. Хорошо, 5 минут для Пашбекова. Да, Потому что вышли за временные рамки, да, поэтому просьба акцент сделать на самое-самое важное, для того, чтобы оставить достаточное время для презентации вебинара. Спасибо. Обратно общие требования есть, да, пропаганда национальной, этнической, религиозной, межрегиональной вражды, гендер, какие-либо там личные качества, участие лидеров, либо политиков иностранных государств и куча ограничений, которые есть, они также сохранены, не буду останавливаться, все это есть, важно. Очень важно, у нас не применяется широко право на ответ. Я думаю, наши коллеги с Института Медиаполиса и из других медиаорганизаций очень доступно и очень много вам рассказывали об этом, да. Но сейчас важно, что вы обязаны по требованию кандидата, если кандидат или партия считает, что вы разместили о них недостоверный материал и обратились к вам, вы обязаны опубликовать или дать возможность дать ответ этой, скажем так, партии. И вот здесь, понятное дело, давать опровержение, это признавать нарушения со своей стороны, на что СМИ чаще всего не идут, но дать их разъяснение на статью или выступление, в которой они увидели, да, скажем так, нарушение своей чести и достоинства, пожалуйста, в обязательном порядке вы должны давать возможность опубликовать разъяснение партии или кандидата, и вот в законодательстве есть, когда, каким образом все это предоставляется. Важно эту норму соблюдать, и важно нам с вами создать максимум прецедентов, да, когда вы даете возможность опубликовать ответ партии или кандидата, потому что мы тогда сокращаем количество исков в отношении СМИ, во-первых, да, во-вторых, создаем более равноправный избирательный процесс. И главное, что сейчас, если вы не дадите возможность опубликовать разъяснение, да, у нас в избирательном законодательстве написано разъяснение, но это ответ кандидата или партии, после того, как они у вас потребовали,
то мы, Центральная избирательная комиссия и территориальная даже избирательная комиссия может наложить на вас штраф. И штраф не маленький, от 17 тысяч до 35 тысяч. Вот сейчас я вам покажу, где он у меня. От 17 500 до 55 тысяч сомов штраф может наложить на вас ЦИК или территориальная избирательная комиссия за распространение СМИ сведений, порочащих честь, достоинство и репутацию кандидата, за то, что вы не... Поэтому во избежание, скажем так, штрафных санкций, конечно, в первую очередь лучше не нарушать нормы законодательства, но если кандидат или партия пришли к вам и говорят, вы нарушили, то, пожалуйста, дайте им возможность опубликовать их ответ, но обратно же главным образом, чтобы вы при опубликовании либо размещении их материала, ответа говорили, что за содержание несет ответственность сам кандидат, сама партия, да, не вы, чтобы как бы количество жалоб там с других сторон или еще кого-то не увеличивалось. По ответственности... Есть ответственность, смотрите, если, к примеру, ЦИК выявит, что есть какие-либо распространения ложных, подложных агитационных материалов, либо злоупотребления в сфере свободы слова, то кроме лишения аккредитации к тех СМИ, которые прошли аккредитацию, Центр избиркома или территориальной избирательной комиссии могут наложить штраф, да, о котором я уже говорила. Если там уже усматривается нарушение там, этническое там, или там, призывы к насильственному свержению, то есть замечаются нарушения, которые влекут за собой уголовную либо иную ответственность, неизбирательную, то Центр избиркома может обратиться в правоохранительные органы, даже в суд, либо в уполномоченный государственный орган в сфере информационной политики, и вот передать ваши материалы и потребовать пресечь противоправную агитационную деятельность, изъять эти материалы и привлечь к ответственности средства массовой информации, журналиста, либо должностных лиц. Вот. Также имейте в виду, да, что возмещение морального ущерба, предусмотренное в рамках Гражданского кодекса, оно остается, но если кандидат или партия будут подавать на возмещение морального ущерба там, в суд, то они должны в судебном порядке доказывать, да, что эта информация была подложной, недостоверной и порочит их честь, достоинство. Это долгий процесс через суд. Те из вас, кто проходил суды, знают. А если кандидат напишет жалобу вот по вот этому штрафу, если он напишет в ЦИК, что вы опорочили его честь, достоинство, деловую репутацию, то ЦИК, вы знаете, да, в течение от 3 до 5 дней рассматривает любую жалобу и выносит решение. Поэтому если суды рассматривают такие жалобы в течение там, 3 месяцев, полугода, года и там годами длятся процессы, то ЦИК обязан будет максимум в течение 5 дней сказать, да, вы опорочили честь, достоинство кандидата или партии, или вы распространили недостоверную информацию, и наложить на ваш штраф. Это есть очень плохое. Как бы такая норма, к сожалению, заскочила в наше законодательство, в Кодекс о нарушениях, и она сейчас еще действующая норма. Я надеюсь, что таких прецедентов в ЦИКе не будет, да, и такие вопросы будут решаться в судебном порядке, как это и должно. Но это право у ЦИКа и у ТИКов даже, к сожалению, есть. Поэтому давайте стараться все вместе не нарушать. И если кандидаты или партии придут к вам и скажут, вы дали недостоверную информацию, скажите, вот, пожалуйста, есть требование дать ваши разъяснения, пожалуйста, предоставляйте в указанные сроки и опубликовывайте, либо выдавайте в эфир. Если кандидаты и партии не использовали эту свою возможность и пришли сразу же к нам, а вы готовы, да, это все сделать, то, извините, да, мы, Центральная избирательная комиссия, уже, конечно, можем спокойно отказать в удовлетворении жалобы кандидата, потому что он не воспользовался возможностью дать свою точку зрения у вас. Поэтому будьте открыты, соблюдайте законодательство. Лишение аккредитации не означает, что одновременно вам будет наложен штраф или в уголовно-правовом, или в гражданско-правовом порядке ответственность возложена. Но, то есть вот эти виды ответственности, они могут идти как в совокупности, так и раздельно. Поэтому последствия, они не столь хороши. Поэтому будьте аккуратными. Если есть вопросы, сомнения, звоните, уточняйте. Спасибо. Атыра, у нас есть еще 5 минут. Все? Не, я закончила. Закончила. Да, есть. Вот самое главное, Валентина, я прошу прощения, да, коллеги, пожалуйста, и Гульнар Хошбековна, и я, мы всегда на доступе, да, и через соцсети, и через телефоны, и через мессенджеры, WhatsApp, Telegram, все есть. Пожалуйста, обращайтесь,
Консультируйтесь очень много, да, кто из журналистов консультируется, иногда даже даете огромные материалы перепроверить перед публикацией, но мы готовы помогать, потому что чем спорить и накладывать ответственность на наших журналистов и на, ну, как бы в вашем лице это свободу слова, лучше мы вам поможем предупредить, да, или проконсультируем. Поэтому, пожалуйста, обращайтесь. Успехов. Атыра, большое спасибо за очень содержательную презентацию. Очень здорово, что вы подкрепили ее конкретными примерами. Вот, это, конечно, еще больше способствует восприятию и пониманию предоставляемой информации. Уважаемые участники, если есть у кого-то вопросы, вы можете написать их в чате, мы их озвучим. Если кто-то захочет вопрос задать голосом, пожалуйста, перейдите во вкладку Participants и нажмите на значок поднятой руки. Мы подключим ваше аудио. Так, Хаким Юсупов. Тимур, пожалуйста, можно подключить Хакима? Он хочет задать свой вопрос голосом. Здравствуйте, дорогие участники. Добрый Слышно, день. да, меня? Да, мы слышим вас. Пожалуйста, задавайте ваш Это вопрос. Хаким Юсупов, ник ТРК. Недавно нам позвонил некий Тагай, представился с пресс-службы Центральной избирательной комиссии, попросил нас предоставить разрешение от Министерства культуры. Ну, мы спросили, какое отношение разрешение имеет как бы к аккредитации. Ну, если говорить в случае того, что мы не предоставим это разрешение, там якобы они имеют право нас лишить аккредитации. Ну, хорошо, говорю, у нас имеется это разрешение. По их сведениям, якобы к ним пришло какое-то письмо от Министерства культуры о том, что якобы мы не имеем разрешения. Я отправил как бы разрешение на электронную почту. Ну, что-то на сегодняшний день до сих пор ответа о том, лишат ли они нас аккредитации, не лишат, так и не поступило. Плюс ко всему они сказали, что телеканал РЕН-ТВ, который вещает, и «Волна Иссык-Куля» тоже якобы должны были предоставить это разрешение. Ну, у нас имеется это разрешение, нам просто непонятно вообще само действие Министерства культуры, а не как орган, который выдал нам разрешительный документ, написал якобы письмо в Центральную избирательную комиссию о том, что у нас нету как бы разрешения на вещание, что мы якобы не имеем права вещать на территории Кыргызской республики. Вот. И вот поэтому у меня такой вопрос, да, вот Да. в этом случае, какое вообще отношение имеет как бы Министерство культуры к вопросу аккредитации, постольку как бы вопрос аккредитации, там стояли 4 пункта, то есть мы должны были предоставить письмо, уведомление о том, что мы будем участвовать в аккредитации. Мы должны были предоставить копию свидетельства о регистрации и свидетельство о регистрации средств массовой информации. Плюс как бы письмо о том, что количество журналистов, которые будут участвовать в освещении предвыборных мероприятий. Мы это все предоставили, они нас аккредитовали, при этом вот как бы сейчас задают такие вот интересные вопросы. Спасибо, Хаким. Спасибо. Пожалуйста. Да, вот смотрите, для того, чтобы аккредитовать, у нас Конституционный закон о выборах президента и депутатов Дюртнеша предусматривает необходимость проведения аккредитации, да, прохождения процедуры аккредитации, сроки. Документы у нас, какие необходимы для аккредитации, они указаны в положении о порядке аккредитации средств массовой информации. И если бы вы не предоставили бы весь требуемые документы, о которых вы говорите, весь требуемый перечень, да, копию устава, копию свидетельства о госрегистрации,
заверенные сведения о размере и других условиях оплаты средства массовой информации. Ну, понятное дело, общее количество там журналистов, которые будут участвовать в каких-то наших мероприятиях, тоже важно для того, чтобы был просто учет, да, и уведомление. Свыше этого кто-либо требовать не должен был документов. То, что Минкультуры, я не знаю, Гульнар Хуавбековна как член рабочей группы в курсе или нет, но если, я думаю, это частные случаи, и мы должны разбираться, давайте мы поднимем документы, зачем это было запрошено, лишать Можно спросить, аккредитацию. когда это было? Да. Когда И главное, Тагай позвонил? Когда этот звонок Нет, был? позавчера был звонок. Этот звонок мной был записан, потому что у меня телефон находится на постоянном записи. Я предлагаю сейчас не задерживать Да. всех участников. Вы Да, лучше нам давайте в частном позвоните, порядке, как и мы предлагает. потом решим этот вопрос. спишемся, да, с Хакимом. Хорошо, спасибо. Да. Главное, я лишать аккредитацию мы можем за нарушение избирательного законодательства. Ну так мы еще не начали никаких Хорошо. предвыборных агитаций. Хорошо.